Вы смотрите программу «Якутия Лайв», проект «Мой доктор». С вами Иван Луцкан. Почти через год после начала Великой Отечественной войны, в июне 1943 года, на базе терапевтического отделения Якутской республиканской больницы было официально открыто нервное отделение. Это было всего 18 коек, и инициатором открытия отделения и первым заведующим был доктор медицинских наук, профессор Исай Сапир. Основными пациентами отделения были раненые фронтовики с последствиями черепно-мозговых травм, ранений периферической нервной системы и тяжелых контузий головы. Сегодня неврологической службе Якутии исполнилось 80 лет. Как организована работа сейчас, а также можно ли полностью восстановиться после инсульта, на эти и другие вопросы отвечает доцент кафедры неврологии и психиатрии, руководитель Центра мозга и нейрогенетики Республиканской больницы номер 1 Национального центра медицины Алексей Алексеевич Топахов. Добрый вечер, Алексей. Добрый вечер. Погрузимся сначала в профессию. Какие задачи сейчас стоят перед врачом-неврологом? Врач-невролог сейчас лечит очень много заболеваний нервной системы, как это парадоксально не звучало. И здесь не только инсульты, но мы живем сейчас в эру нейродегенеративных заболеваний, таких как болезнь Паркинсона, болезнь Альцгеймера. Кроме того, мы диагностируем и лечим демиелинизирующие заболевания, рассеянный склероз, миостения. У нас ряд наследственных нервных заболеваний. Таким образом, врач-невролог – это доктор, который лечит заболевания как центральной, так и периферической нервной системы. Ну вот у вас как раз и кафедра носит название и неврологии, и психиатрии, ведь для многих обычных пациентов грань очень тонкая между неврологией и психиатрией. Если, допустим, кто-то испытывает уныние, определенные депрессивные состояния, они начинают метаться. Кому идти, к неврологу или психиатру? Вот где все-таки эта грань? Действительно, неврология и психиатрия, они стоят очень тесно друг к другу. И здесь хочется сказать, что неврология, она отпочковалась от психиатрии. То есть первым неврологом, человеком, который неврологию сделал как науку, был Жан-Мартен Шарко, это знаменитый французский врач-психиатр. И мы сейчас говорим о том, что грань между неврологией и психиатрией все-таки она очень условная. И раньше, если мы понимали, что врач-невролог лечит заболевания головного мозга и других отделов нервной системы, когда есть морфологический субстрат, то есть органическое поражение, да, например, инсульт или, например, травмы, то врач-психиатр, казалось бы, лечил те заболевания, которые не имеют морфологической основы. Но сейчас мы понимаем, что многие заболевания нервной системы, но взять уже болезнь Паркинсона, там мы не найдем такой органической природы, особенно в начале. Да? И мы сейчас больше говорим о нейромедиаторах, например. Таким образом, мы сейчас как можем для себя разделить? Все-таки неврологические заболевания, они сопровождаются различными симптомами. Это могут быть слабость в ногах, слабость в руках, это, например, перекос лица, да, или нарушение координации. И плюс к этому могут быть нарушения еще высших мозговых функций, например, памяти, еще восприятия, например, да. А психические заболевания, ну, например, шизофрения, расстройство мышления, да, либо биполярное расстройство, депрессия. И здесь нужно сказать, что депрессия, которая вот считается как бы одним из основных психиатрических заболеваний, может сопровождать и ряд наших неврологических заболеваний. Ну, например, депрессия при болезни Паркинсона, депрессия после инсультов, например. Да? И даже у нас есть такое, что когда вот это разделение случилось, неврологии и психиатрии, да, говорят, что неврология осталась без души, а психиатрия лишилась мозгов. Такое даже есть выражение. Ну вот, если все-таки остановиться на вашей специальности, на неврологии, какие чаще всего заболевания встречаются у нас в Республике Саха-Якутия? Есть ли какие-то, возможно, региональные особенности течения процесса? И по статистике, может, как-то улусы отдельно друг от друга отличаются?
Но если мы берем распространенные заболевания нервной системы, то, конечно, у нас в нашем регионе, в Якутии, ну, так же, как и по всей России, скорее всего, да, у нас и лидируют и сосудистые заболевания головного мозга, ну, включая инсульты, это и заболевания периферической нервной системы. Но здесь можем упомянуть еще и дегенеративные заболевания позвоночника, например, остеохондроз. А если мы берем именно Якутию, вот как регион нашей страны, как отдельный регион нашей страны, то здесь у нас в Якутии чаще встречается, например, такое заболевание, как спинноцеребелярная атаксия. И если это заболевание по всему миру встречается крайне редко, то мы являемся кластером накопления. И здесь тоже есть отдельные особенности по нашим районам, да, где-то это заболевание более распространено, где-то не распространено. Еще есть, например, миотоническая дистрофия, тоже наследственное заболевание, которое у нас чаще встречается, чем в других регионах нашей страны. А вот если уже взять по, наверное, ну, составу, да, тех людей, которые подвержены в первую очередь заболеваниям нервной системы, кто все-таки это? Дети, взрослые, мужчины, женщины? Но здесь мы, если взять предрасположенность к заболеваниям нервной системы, то здесь все зависит от конкретной нозологии. Например, если мы возьмем болезнь Паркинсона, это нейродегенеративное заболевание, когда у человека идет истощение и движения становятся скудными, медленными, начинает шаркать при ходьбе, появляется дрожание в руках, то более подвержены вообще, да, мужчины. Мужчины — это люди пожилого возраста. И здесь вот есть такой фактор защиты, да, как курение. То есть это, видимо, единственное заболевание, когда курение снижает риски развития данного заболевания. Но в то же время мы пациентам, ну не пациентам, а здоровым людям, которые не болеют, да, мы не рекомендуем курить, потому что можно у себя вызвать, например, рак легкого. Вот я хотел только что сказать, или скончаешься в 60 от рака легкого, или 85 от Паркинсона. Да. Но 25 лет продолжительности жизни добавишь. Конечно. А вот по другим заболеваниям есть какая-то статистика? По другим заболеваниям, например, если мы берем рассеянный склероз, это демиелинизирующее заболевание, когда головной мозг, ну, не совсем четко направляет импульсы к периферии, да, то при этом заболевании, наоборот, болеют лица молодого возраста. И здесь хочется сказать, что у нас тоже есть такая особенность, что у якутов чаще, чем у славянов, например, да, встречается такое заболевание, как заболевание спектра оптико-нейромиелита Девика. Раньше вот этот вариант считался как вариант рассеянного склероза. То есть рассеянный склероз и оптико-нейромиелит, они были как бы под одной нозологией. Но сейчас выявили специфический биомаркер, и поэтому это заболевание сейчас относится к другой группе, да, но не к другой группе, а как отдельная нозология идет, но у нас в республике встречается чаще, чем в других регионах России. Вот название вашего центра, который расположен в Республиканской больнице номер 1, в Национальном центре медицины, звучит как Центр мозга и нейрогенетики. А какой основной профиль вашей работы? Какими заболеваниями вы занимаетесь? Что за сложные пациенты к вам поступают? Центр мозга и нейрогенетики был основан в этом году, в 2023 году, приказом генерального директора Станислава Николаевича Жиркова. И Центр мозга и нейрогенетики — это то подразделение медцентра, которое функционально объединяет все другие отделения, которые так или иначе работают с пациентами с заболеванием нервной системы. Это и отделение неврологии и нейрогенетики, это и отделение для больных с инсультами,
Это и нейрохирургические отделения, и функциональные службы, и врачи-рентгенологи, которые специализируются на заболеваниях нервной системы. И наша основная задача вот, работы Центра мозга и нейрогенетики — это все-таки внедрить новые методы лечения и диагностики заболеваний нервной системы. И здесь хочется, например, сказать, ну, тоже, да, возвращаясь к болезни Паркинсона, мы планируем, если получится в этом году, внедрить уникальный метод лечения — это интестинальное введение гелиодуодоп. То есть вот пациенты с болезнью Паркинсона, они получают препараты леводоп. Если на ранних стадиях леводопа помогает довольно хорошо, пациент получает препарат, допустим, 3 раза в день, то на поздних стадиях, но, к огромному сожалению, действие препарата значительно укорачивается. И человек вынужден принимать 6, 8, а то и 10 таблеток, то есть он уходит от терапевтической дозы в токсическую дозу. И, конечно, идеальный вариант — это нейрохирургическая помощь пациентам, но, к сожалению, не все пациенты подходят на оперативное вмешательство. И внедрение геля дуодоп вот, это было бы следующим шагом в оказании медицинской помощи пациентам с болезнью Паркинсона. Взять эпилепсию, например, да, у нас большие планы по расширению тоже оказания медицинской помощи. Это в первую очередь мы хотим внедрить фармакогенетику противоэпилептических препаратов. То есть это шаг к персонализированной терапии пациентов с эпилепсией. То есть заранее знать, как человек будет реагировать на тот или иной противоэпилептический препарат, подходит к нему или не подходит. Например, ряд противоэпилептических препаратов могут дать поведенческие даже нарушения. Да, и это, в принципе, можно предотвратить, если внедрить персонализированный подход в подборе данных препаратов. Ну, я так понимаю, что часть исследований будет проводиться на базе той генетической лаборатории, которая есть в НЦМ, и какие-то материалы будут отправляться в ведущие центры. Да, здесь, конечно, очень большая работа — это врачей-генетиков, потому что исследование полиморфизмов — это огромная работа именно медико-генетического центра. И у нас есть соглашение с Федеральным центром мозга и нейротехнологий. И, конечно, мы будем работать совместно с ними, и в том числе в введении пациентов с какой-либо сложной патологией. Ну, наверное, задам для меня, конечно, вопрос не профессиональный, но для обычного пациента очень часто встречающийся. Вегетососудистая дистония. Диагноз, симптом, синдром, по-моему, который существует только в России. Что же это такое на самом-то деле? Ну, в этом случае я, наверное, скажу свою точку зрения, да, потому что вот неврологи, они делятся на два противоположных лагеря. Да. Есть врачи, которые напрочь исключают вот этот диагноз, да, ВСД, СВД или как вот назвать, да. А есть врачи, которые убеждены, что вегетососудистая дистония — это реальная нозологическая единица. То есть болезнь. Болезнь, да. Но я вот себя как бы отношу к какой-то середине, потому что что такое вегетативная нервная система? Вегетативная нервная система выполняет две функции. Да, это, во-первых, поддерживает гомеостаз, и вторая большая функция — это обеспечивает наши органы кровью, да, какими-то питательными веществами, регулирует наши органы. Мы называем это вегетативное обеспечение деятельности. Ну, например, такая ситуация. За человеком, например, гонится нехороший человек. Да, и, конечно, у человека срабатывает что? Тревога, да, опасность. И у него что должно быть? Мышцы должны работать, поэтому сердцебиение должно повыситься, да? Давление должно у него повышаться, бронхи должны расшириться. Но в то же время, например, желудочно-кишечный тракт, он должен несколько приостановить свою работу, потому что это не столь важно. Да?
И исходя из этого, возвращаясь к вегетососудистой дистонии, тут вообще есть два больших подтипа. Это, во-первых, психовегетативный синдром, то есть, по сути, это вот ВСД, как мы говорим, да. И здесь мы всегда должны искать причину, почему у человека возникают те или иные ситуации, почему у него начинает учащаться дыхание, почему у него начинает колотиться сердце, почему у него начинаются проблемы с желудочно-кишечным трактом. И, конечно, у конкретно взятого человека какой-то из этих симптомов он превалирует. Например, у человека болит сердце. Кому он пойдет? Кардиологу. А если у него живот крутит, так кому он пойдет? К гастроэнтерологу, ну и так далее. Да? Причина может крыться. Да. Чаще всего причина кроется именно в наличии у человека какой-то, может быть, даже скрытой тревоги. Поэтому надо сначала пойти к терапевту. Поэтому нужно сначала разобраться в себе. Вот, я бы так сказал. Да? И поэтому я, например, считаю, что синдром вегетативной дисфункции в рамках тревожного расстройства, да, имеет место быть. Но если врач считает, что вегетососудистая дистония – это вот первичный диагноз, идиопатический, можно сказать, да, то тут, конечно, возникает вопрос. И здесь мне очень нравится учение академика Александра Моисеевича Вейна, который вот развивал вот это все направление, да. И поэтому пациентам, у которых много жалоб со всех уголков организма, можно сказать, да, первое, что я делаю, это тестирую на тревогу. Тревога может быть скрытой. И человек очень редко жалуется на эту тревогу. Чаще жалуется на что? На голову. А как пройти этот тест на тревогу? Это совершенно легко. В домашних условиях можно через смартфон, госпитальная шкала тревоги, депрессии. Сейчас инструментов очень много. Есть очень сложные инструменты, которые применяются в научных исследованиях, да, но мы в своей практике, например, используем вот эту шкалу, госпитальную шкалу тревоги и депрессии. Вот это к тому, что вы видите, как много тех направлений, которым занимается невролог. Просто чаще всего неврологию с чем сравнивать? Ну вот инсульт, все, значит, неврологу. Ну и коль уж мы сейчас затронем тему инсульта, давайте разберемся, что это такое инсульт и куда в первую очередь необходимо обращаться человеку, который себя заподозрил это состояние и чем оно сопровождается. Инсульт, когда вот мы даже студентам своим рассказываем, да, всегда говорим, что инсульт как раз-таки есть синдром. Синдром, когда у человека внезапно остро нарушается мозговое кровообращение. То есть это острое, резкое состояние, когда происходит мозговая катастрофа. То есть это не так, что человек начинал заболевать очень медленно, да, неделями, месяцами, а вот резко он себя чувствовал хорошо, а потом что-то стало не совсем. Да. И нужно понимать, что инсульт – это всегда исход хронических заболеваний сердечно-сосудистой системы. Это может быть атеросклероз, например, да, и к нам вот обращаются пациенты, когда вот поступают, да, атеросклероз, например, сонных артерий 60, 70, а то и 90%. А человек этого не знал и, соответственно, препараты не принимал. Это может быть сахарный диабет, который вызвал уже нарушение со стороны сосудов. Это может быть и нарушение ритма сердца, да, и другие заболевания сердца. И, например, если человек активно не проходит диспансеризацию, не меняет препараты. Вот меня, например, очень удивляет, что пациенты плохо принимают статины. Статины – это препараты, которые снижают холестерин, да, как в народе говорят. Вот человек, допустим, принимает препараты от давления, но не выпил этот препарат, завтра ему станет плохо. Почему? Потому что давление пойдет наверх, и пациент как бы вынужденно этот препарат принимает. А по статинам что? Человек, то, что у него бляшка растет, да, что у него там повышается холестерин, он абсолютно не чувствует. И поэтому вроде бы препарат принимает, а от чего принимает, непонятно. Да, и поэтому пациенты иногда вот бросают вот этот препарат и зря это делают, потому что бляшка начинает вот все-таки расти. Угу. Еще? Про симптомы все-таки. Да, про симптомы. Да. То есть, во-первых, это начинается остро. И у нас есть такой тест, называется FAST. Это аббревиатура. F – это Face,
А arm конечности, да, S speech, речь, и T это time. То есть у человека, у которого инсульт, отнимается резко конечности, это может быть с одной стороны, случается перекос лица, меняется речь. Но это бывает не у всех пациентов. У части людей, например, может быть нарушение координации, тоже резко возникшее. Да, поэтому в таких ситуациях, конечно, нужно обращаться за помощью. У более молодого контингента может быть геморрагический инсульт. Это когда идет кровоизлияние в головной мозг. Подтип называется супрахнатальное кровоизлияние, когда кровь изливается в подоболочечные пространства. В этом случае у человека что возникает? Резкая головная боль. Может быть потеря сознания, да? Может у человека развиться впервые эпиприпадки. Вот такие Рвота еще. рвота, да, вот такие пациенты, конечно, по скорой помощи должны доставляться. Ну, у нас сейчас служба мощная, это и кардиососудистый центр, это региональный сосудистый центр, первичные сосудистые отделения, где вот окажут необходимую помощь. И здесь я хочу отметить, что пациенты обращаются довольно поздно. То есть у нас есть такое понятие, как терапевтическое окно. И терапевтическое окно при ишемических инсультах, то есть когда вот сосуд закрылся и, соответственно, участок мозга не получает кровь, начинает отмирать. И это терапевтическое окно 4,5 часа. То есть если мы в течение 4,5 часов откроем вот этот сосуд, и кровоток восстановится, да, то исход, конечно, вот этого инсульта будет намного благоприятнее, чем если бы человек обратился бы через там, 12 часов. То у нас как бывает? Человек заболел, рука отнялась, отлежал вроде бы. Да? Вечером вроде не проходит, в 3 часа ночи что-то совсем не проходит, и в 3 часа ночи вызывает скорую помощь, а там уже от момента инсульта прошло очень много часов. Поэтому, конечно, потенциал в этом случае, к сожалению, снижается. Угу. А какие виды реабилитации существуют после инсульта? Вот если мы посмотрим на реабилитацию, то реабилитация вообще начинается в реанимации. Да? Это начинает и физическую реабилитацию, то есть присаживать пациентов, вертикализировать пациентов. Здесь еще огромная роль придается эрготерапии, например. Да? И должна быть еще когнитивная реабилитация. Восстановление речевых функций, если они утрачены в ходе инсульта. То есть восстановление после инсульта – это такая мультидисциплинарная работа, когда работает не один врач-невролог, а логопеды, эрготерапевты, врачи, ну, сейчас называется физической реабилитационной медицины, инструктора ЛФК, массажисты и так далее. То есть если все это сочтется, все это будет, да, то у пациента исход, конечно, будет намного лучше. А можно ли вообще исключить последствия инсульта? Или все-таки остаточные явления будут всегда? Но тут зависит, во-первых, от объема поражения. Если у человека очень, ну, к сожалению, довольно большой объем поражения, то у него, скорее всего, останутся какие-то остаточные симптомы. Но и то, если человек проходит реабилитацию, причем сам этой реабилитации способствует, то есть не просто лежит, меня капайте, да, а активно участвует в этом деле, то есть самостоятельно вот передвигается, есть у него мотивация, то у этого человека исход будет намного лучше. А если человек в депрессии, ничего не хочет делать, да, то, конечно, здесь остаточные явления будут довольно выраженными. Ну, теперь о самой, наверное, распространенной жалобе, и мы об этом говорили в начале, к неврологу, это головные боли. Они бывают очень разные, болит полголовы части, бывает затылок, лоб, ноющий, давящий, сжимающий и много-много разниц. И в них разобраться очень сложно. Обычно человек говорит, голова болит. Вот чаще всего о чем говорят головные боли, о каком поражении и каким образом с какими-то из них можно справиться в домашних условиях? Но вообще, если у человека есть жалобы на головную боль, это повод обратиться к неврологу. Да, не к врачу другой специальности, а именно к неврологу. Ну, если разовая она, допустим, чуть поболела, перестала. Есть ли смысл идти?
если раз поболело, но вообще-то есть. Но если это повторяется, то еще, да, надо тем более обратиться к врачу-неврологу. Почему? Потому что самая частая причина головной боли, точнее, самые частые причины, их две причины, да, это мигрень и головная боль напряжения. Но по каким-то причинам эти диагнозы у нас не столь популярны в Российской Федерации в целом, да, и поэтому пациенты могут и не получить соответствующее лечение. Они относятся к первичным головным болям. Первичные головные боли, то есть это те головные боли, когда нет органического субстрата. Да? А вторичные головные боли, они возникают вследствие какого-либо заболевания. Их частота не такая большая, это 5-10%, если мы берем всех пациентов. Это головные боли в рамках, например, опухоли головного мозга, да, либо каких-то артериовенозных мальформаций и так далее. И здесь врач-невролог, конечно, он должен понимать, что наиболее частая причина – это мигрень и головная боль напряжения, но в то же время он должен учитывать так называемые красные флажки. Да? Например, если вот приходит человек, у которого сильная головная боль, которая сегодня утром возникла, у него это не проходит, да? То человек в первую очередь, если это молодой, например, человек перед ним, да, то должен исключить, например, тоже супрахноидальное кровоизлияние, потому что там очаговых симптомов в виде слабости в руках, в ногах вначале может и не быть. А если похмелье? С похмельем может быть, да, но опять же здесь нужно учитывать, да, постоянно анамнез. после похмелья приходит или что-то случилось. Может быть такое, что во время пьянки, образно говоря, да, человек получил травму и сам этот факт, например, не помнит. А у него, например, субдуральная гематома, которая нарастает. Поэтому нужно иметь это все в виду. Либо же, например, головная боль возникла, и у человека еще параллельно температура повышается. Катаральных явлений никаких нет. Вроде бы не кашляет, насморка нет. Менингит, почему бы и нет. Да? Если мы говорим про мигрень, то она первичная головная боль, то есть повторяется с определенной частотой, да? Но у нас есть свои критерии. Это и пульсирующий характер, например, односторонний характер, сопровождается светобоязнью, звукобоязнью, может быть аура, это какие-то предвестники, мы говорим, когда человек, например, вспышкой света видит перед головными болями. Головная боль напряжения, она чуть-чуть другая, она давящая, сжимающая и продолжается очень долго. Например, если мигрень точно проходит через 3 дня, да, самая тяжелая мигрень, то головная боль напряжения может сопровождаться неделями, месяцами. И как раз-таки головная боль напряжения у нас очень тесно связана с тревогой и с депрессией. То есть опять мы возвращаемся, да, туда. Грани психиатрии и неврологии. Да, грани психиатрии и неврологии. И поэтому, например, когда приходит ко мне пациент с головной болью напряжения, я по жалобам вижу, что у него вот это, да, тоже параллельно начинаю искать какие-то симптомы со стороны дыхательной системы, да, не бывает ли у него панических атак, например, не бывает ли у него там запоров, чередующихся с диареей, ну и так далее. И, конечно, начинаю искать, например, ту же тревогу. И у нас, к сожалению, сейчас мы живем в такое время, когда человек работает на многих работах. Да, и может быть такое, что в семье человека недопонимают. И не удовлетворен человек жизнью, например. И это, конечно, может изливаться через вот эту головную боль напряжения. И пациент, конечно, будет на это жаловаться, на головную боль, да, а на тревогу и так далее у него, конечно, жалобы отпадут на второй план. Просто я себе представил на минуточку, что ага, у тебя тревога, головные боли. На-ка тебе талон еще к психиатру, и у него еще больше депрессия. Но насчет такой психиатров, да, я вот начал работать с 2013 года, и тогда было совсем другое отношение к психиатрам. То есть мы рекомендовали пациентов идти к психиатру, и человек как-то отрицательно воспринимали вот это дело. Да. Сейчас все-таки информирование пациентов и населения растет, и поэтому сейчас пациенты охотно идут к психотерапевтам и даже к психиатрам.
И это поле деятельности не только врача-невролога. Я как врач-невролог, конечно, могу установить, что у него тревога. Я могу, конечно, выписать какие-то противотревожные препараты, антидепрессанты, но я не могу, например, проводить психокоррекцию. Вот в чем дело. Да? И поэтому в таких ситуациях, конечно, нужно пациентам все-таки рекомендовать обратиться к психотерапевтам. Либо ко мне приходит пациент с депрессией, и я вижу, что у него суицидальные наклонности. Да, вот с такими пациентами лучше, конечно, да, направить к более специализированным нашим коллегам, это врачам-психиатрам. Ну вот по поводу сна. Да, все-таки сон — это наше спасение, наверное, для того, чтобы расслабиться, снять нагрузку на нервную систему. А если вот у человека хроническая бессонница, кому он должен опять же идти? К неврологу или психиатру? Вообще сейчас есть такая специальность, это сомнолог, врач-специалист по сну, да. И сейчас очень много внимания уделяется нарушениям сна. Например, совсем недавно, буквально 10 лет назад, у нас в головном мозге была открыта такая система, да, которая во время сна выводит плохие продукты метаболизма. И одним из таких плохих продуктов является такой белок, как бета-амилоид, накопление которого приводит к болезни Альцгеймера. Оттуда пошла такая теория, что нарушение сна, да, может потом в будущем привести к болезни Альцгеймера, потому что вот эти плохие продукты, они не выводятся из организма. Либо другой момент, нарушение сна может, например, привести к неуправляемой артериальной гипертонии. И поэтому у человека, конечно, повышаются риски инсультов, да, например. Здесь хочется сказать про такое заболевание, как синдром обструктивного апноэ сна. Это когда, в народе храп, да, храп говорят, а потом у человека происходит полное западение мягкого неба, и человек перестает дышать. В это время, конечно, сатурация крови падает, и мозг наш, да, как дирижер всего нашего организма, на некоторое время пробуждает человека. То есть получается, что у него в течение сна микропробуждение. И мы это посмотрим, если проведем пациенту полисомнографию. И проявление вот таких микропробуждений, да, человек сам не замечает, ему кажется, что он всю ночь спал. Да. Утром он просыпается с недосыпом, у него высокое артериальное давление, и как раз-таки, когда вот идет у человека резистентная артериальная гипертония, надо вот как раз-таки искать синдром обструктивного апноэ сна. Такие у нас взаимосвязи, да, то есть, казалось бы, нарушение сна, а вот человек получил, например, инсульт. Так что одним из факторов риска инсульта является как раз-таки вот храп. Ваше отношение к остеопатии? Боли в спине, надо ли идти к остеопату? Но насчет остеопатии, остеопатия вообще сейчас признана как одна из специальностей медицинских. Да, есть врач-остеопат. Но если взять вот сугубо мое личное мнение, то остеопатия может, наверное, как альтернативный метод, но не метод, который полностью заменяет какое-либо лечение. Допустим, взять ту же болезнь Паркинсона, человек без дофаминергических препаратов не может. Да, но одних нажатий на определенные точки не встанет. Да, и, к сожалению, есть такой опыт, да, что пациентам предлагают какие-то методы, включая и остеопатию, да, и говорят, мы гарантируем вам полное выздоровление. И, конечно, человек, поддавшись рекламе, да, может потерять свое золотое время. Поэтому, и деньги. И деньги, да, и поэтому нужно подходить очень осторожно. Как вспомогательный? Да, как вспомогательный, если человек сам в это очень верит. Да? Но я в своей практике, например, не рекомендую. Мы здесь с вами совпадаем в мнении. Ну и в завершении, наверное, вопрос по поводу МРТ-диагностики. Да? Каким образом она вам помогает и нужно ли здоровому человеку проходить МРТ? МРТ, конечно, нам, неврологам, помогает. Благодаря тому, что у нас есть нейровизуализация, это КТ, МРТ, мы можем увидеть мозг человека и другие структуры нервной системы, не вскрывая, да, тот же череп.
И здесь надо все-таки исходить из того, что клиника должна идти вперед. Например, если мы сделаем здоровому человеку МРТ головы, да, мы можем найти какие-то зоны лейкопатии, которые, то есть это поражение белого вещества мелкие, да, которые не имеют никакого клинического значения. А МРТ поясничного отдела позвоночника очень многие делают. Да, и было даже такое исследование, когда вот здоровым людям начали делать МРТ, и оказалось, что 30% вот из этих людей, да, у них имеется протрузия межпозвоночного диска, да, а у половины пациентов, это 50%, имеется выбухание. То есть патологию найдут примерно у 80% здорового населения. Да, поэтому лично мое мнение, МРТ без показаний делать нельзя, да, не рекомендуется. Да, но а если назначает врач-невролог, и потом он обязательно находку сопоставляет с клиникой, да, в этом случае, конечно, помощь от МРТ будет несравненной. Спасибо большое, Алексей Алексеевич, за то, что пришли к нам в студию, поделились очень интересными фактами. Надеюсь, что они будут полезны нашим зрителям при тех или иных ситуациях, когда необходимо обращаться к неврологу. Я хочу напомнить, что у нас сегодня в студии был Алексей Алексеевич Топахов, доцент кафедры неврологии и психиатрии Северо-Восточного федерального университета, кандидат медицинских наук и руководитель Центра мозга и нейрогенетики Республиканской больницы номер 1 Национального центра медицины. И мы говорили о нервных болезнях. На этом выпуск программы «Якутия Лайф. Мой доктор» подошел к концу. Смотрите нас по будням в 19:15. Мы рассказываем, чем живет здравоохранение Республики Саха-Якутия. Всего доброго и, конечно же, здоровья!